являются своеобразными произведениями искусства, шедеврами, хрестоматийными вещами. То есть это вещи, которые действительно являются реликвиями Аланского царства. Этот крест происходит из святилища Реком, и он хранится в Эрмитаже уже 90 лет. Но вот так бывает, что только несколько лет назад мы его увидели первый раз. Он украсил нашу экспозицию Алана Северного Кавказа в Зимнем дворце Государственного Эрмитажа. Этот крест был создан, скорее всего, в Северной Осетии местными мастерами. Он изготовлен из железа и датируется XI-XII веками. Такие кресты рассказывают нам о том, что уже давно было известно по письменным источникам. Это почитание креста как символа христианства на Северном Кавказе. Наш крест – это крест необычный, он процессионный. То есть у него есть снизу отверстие, в это отверстие через гвоздь он крепился к деревянному древку и использовался в литургиях христианских. Вообще в Рекоме хранилось очень много христианских реликвий. Так получилось, что почти ничего из этого не сохранилось. И наш крест – это такая удача, что вот он есть в собрании Эрмитажа. Урсдонский кубок, серебряный кубок с позолоченными медальонами, был изготовлен в Иране в VI-VII веках нашей эры. А найден он был в 1828 году жителем селения Дагом. И более 100 лет он использовался в семье находчиков как чаша для ритуального питья во время больших праздников осетинских. И в 1938 году известный археолог Евгения Георгиевна Пчелина во время своей экспедиции была в гостях у семьи Черчесовых, в которой она увидела в руках у Хиштера, у старшины, этот кубок. Она его немедленно приобрела для музея, и так эта чаша была передана в Государственный Эрмитаж. На серебряном кубке позолоченные медальоны с изображениями пальмет, которые символизируют древо жизни. И по сторонам медальонов расположены куропатки. И другое древо жизни по сторонам охраняют козероги. Это благопожелательные символы. Находка этой чаши на Северном Кавказе, на территории Северной Осетии, в Руздонском ущелье, на знаменитой военно-торговом пути свидетельствует о связях Ирана и аланской аристократии. Это самый ранний экспонат нашей небольшой выставки. И он датируется III-II веками до нашей эры и был изготовлен в Александрии. Она изготовлена в очень необычной технике. Это техника межстеклянного золочения, которой владели мастера только в Александрии. Между двумя слоями стекла был помещен тонкий орнамент растительно-геометрический, расположенный в 3 яруса, выполненный из тонкого золотого листка. Это произведение искусства. Аналогов этой чаши очень мало во всем мире. Она была найдена недалеко от Моздока, на пашне. Очевидно, это был распаханный курган, принадлежавший сарматскому вождю, потому что предметы такого уровня могли быть только в погребениях высших слоев аристократии. Впервые в выставке участвуют 2 свинцовые печати. Самая известная печать – это печать эксусиократора Алания Гавриила. Обе печати относятся к XI веку. С одной стороны, как это принято было на печатях, изображен лик Богоматери, можно увидеть его через зеркало, а на оборотной стороне греческими буквами написан титул и имя правителя Алании. А вторая печать – это открытие научное наших сотрудников. В 2021 году хранитель печати Елена Степанова сообщила нам, что она выявила в своей коллекции печать митрополита Алании Иоанна. Она также датируется XI веком. С 2 сторон греческая надпись, помещен его титул и имя печати Иоанна, митрополита Алании. Имя Иоанна не было известно раньше в письменных источниках. Таким образом, из 7 веков мы получили новое имя митрополита, главы Аланской епархии. Обе печати высокого качества и выполнены были в Константинополе, очевидно. И также они были найдены в Византии.